Скажите, пожалуйста, по вашему разумению, как проходит выставка? Выставка проходит, очень хорошая выставка, рабочая, самое главное. Привезли много собак, много интересных. Вообще разведение в Кировограде, я считаю, на сегодняшний день по среднеазиатской овчарке или там нашим собакам-азиатам, одно из ведущих. Вот на Украине. Вы представьтесь, пожалуйста, вы не из Кировограда, я так понял. Да, я судья из Туркмении, Балкунова Фарида Исмаиловна. Очень приятно это слышать, и, по-моему, вы здесь не первый раз. Я не первый раз, на Украине я судила во многих городах. В Кировограде я второй раз. Ну, насколько мне известно, вас очень уважают здесь, ценят Спасибо. ваше мнение. Это не мне спасибо. Ценят ваше мнение и очень солидно относятся к вашим замечаниям, суждениям и так дальше. Я очень люблю эту породу и рада, что вот именно здесь серьезно относятся к ее разведению. Поэтому я всегда с удовольствием приеду и помогу с советом, чем могу. Вы можете назвать... с большим желанием. Простите, пожалуйста, вы можете назвать конкретно, кто хорошо относится к тому, что вы вот так объективно судите здесь? Ну, я, значит, знаю породу разведенцев в Кировограде, я знаю разведенцев в Донецке, в Донецкой области. В Кировограде, в частности, вот клуб Полия занимается, значит, разведением этих собак. Мы с ним очень дружны. У него в клубе есть разведенцы, такие как Мельниченко здесь, значит. Ну, я ребят в основном по именам знаю. Вот. Они являются продолжателями нашей кровной линии Акуша, которые, значит, они получили в Донецке. В Донецке есть прямой сын Акуша. От него они на своей суке получили Акбелек, очень хороших ребят. Сейчас они подрастают, их 3 здесь. Уже от них есть поголовье. То есть, понимаете, это чисто туркменские крови. И мне приятно ездить, помогать здесь, судить. Чисто национальный вопрос. Вы скажите еще такую вещь. Здесь, кроме клуба Полия, клуб Демченко. Вы, пожалуйста, искренне можете сказать ваше суждение об этом клубе, о клубе Полия? Я не могу судить о Демченко, потому что я не знаю их. Меня почему никогда не приглашали и ко мне не обращались. Вот. Я работаю вот с Колей Полия. Спасибо большое. Успехов вам в вашей Спасибо работе. вам. Всего И благодарность за то, что вы так далеко все-таки рискуете приехать сюда. Мы привезли собак 2 из Туркмении. Если хотите, вы можете их снять. Чуть позже мы их покажем. Покажите. Спасибо. Широкая грудь у нее, развитая, мощная, значит, и несколько растянутая, то есть поясничная часть растянутая, вам поясничные... Акбар, дядя Вова нас снимет, Акбарка, встань. Встань, Акбар. Вождаев Акбар. Не, родители. Родители, значит, Басар Олега. Басар и... И Линда Петькина Анатолия. Вот. Что она быстро росла, нужно было давать движение, расширять как-то. Она просела. Да, вообще. Да, вот нити, они же, понимаете, она ставит их так удобно, чтобы продержать свой корпус. Свой корпус на этих локтях. Плосковатый, несколько растянутая эта собака. Оценка подготовки собаки. Да. Я знаю, я видела ваших собак, у вас хороших. Да. Если у вас есть, поставьте с плюсом.
отец Басар Мельниченко, мать Линда. Значит, собака хорошей конструкции. Очень хорошая, ну, достаточно взрослая на свой возраст собака. То есть она уже почти сформировалась, если так можно выразиться. Вот. Хорошая, мощная собака с хорошей спиной. Вот. Хотя у этой собаки по сравнению с той собакой несколько тоже вернут, несколько больших, высоко посаженных. Но по большому счету собака имеет оценку отлично. Так. Не надо садиться. Нет. Поднимите собаку, наоборот. Людей только же. О, это он злобный. А держите, злобный. Сидит скоро, за прошение. Значит, эта собака... Вот эта собака более оброслая, знаете, вот, даже может быть больше несколько нормы оброслой собаки, эта собака вот имеет более породную голову, более породную, то есть несколько лучше посаженные уши, и уши не такие большие по раковину, как и большие собаки, плоский лоб, чуть-чуть, наверное, длиннее череп у нее, хорошая мощная шея, развитая грудь, хорошие поставы конечности, мощный зад, сильная спина. К сожалению, ни эту собаку хорошо в движении я не смогу. Ребенок, что ж ты со мной? А скажите, молодой человек, я прошу прощения, вы из Туркмении, да? Да. Не накладно вам было вот приехать сюда, просто показать свою собаку? Ну вот, а чем вы руководствовались, когда сюда? В каком смысле, чем руководствоваться? Ну вот, что-то вы захотели сюда поехать? Причина? Нас пригласили. Ну вы же могли сказать, что я не могу, там, занят и так дальше. Зачем говорить, не могу знать? Все мы люди на этой земле. Ну, люди-то люди, но откликиваться. нужно очень любить, во-первых, свое дело, свою собаку, для того, чтобы приехать ее показать. Нужно быть фанатиком в этом деле. Фанатиком. Скажите, ее порода какая? Ее порода туркменский волкодав. А употребляется он Употребляется. где, для какой цели? Чтобы он охранял отару от хищников. И он справляется со своей задачей? Ну, охранять это не значит, что нужно пойти и убить кого-то. Хищника или волка. Честно говоря, это очень такое тяжелое дело, и не каждая собака идет. Охранять можно просто охранять, и никто не придет. Охранять хотя бы, чтобы пойти, сцепиться с хищником. Вот. Это уже большое дело для этих собак. А вы давно занимаетесь этим делом? 78 года. Спасибо. Успехов вам. Нет, я сейчас покажу собак, а потом... Вот в феврале исполнилась собака, которой 7 лет. Значит, это собака по линии рыжего Юлбарса. Собака по кличке Бергут. Ей год. Вот обратите внимание на то, как содержится собака в смысле по весу. То есть она немножечко даже худовата, на ваш взгляд. Я когда приехала сюда, все говорят, плюсно у них развивается. Вот у наших собак, которые живут у нас в Туркмении, несколько позже. То есть эта собака вообще сложного развития. Собака ведет себя в незнакомой обстановке, совершенно после самолетов, после всех дорог, после машин, после общения с большинством собак очень свободно, несмотря на его молодой возраст. Вот. Значит, эта собака у нас имеет оценку очень хорошо плюс, потому что в этом возрасте мы оценку отлично еще не ставим. Так что, пожалуйста, это один из решений. Более. Значит, это собака 7 лет по кличке Тахмет, двукратный чемпион Туркмении, дрался еще с другими собаками на Кавказе, в Алма-Ата, неоднократный победитель наших чемпионатов, двукратный чемпион, это уже, конечно, за себя говорит. Кроме всего этого, более. Помимо всего прочего, значит, что я хочу сказать.
только об этой собаке, что она не только боевая собака, она еще и экстерьерно очень красивый кобель. Значит, вот сейчас я всем, кто просил меня о голове, я говорила, вот посмотрите, какой длины у него череп. Очень длинный, вот обратите внимание, вот. У него несколько длинновата морда. Вот это к нему ставится недостаток. Несколько длинновата морда. Но череп у него просто великолепный. Широкий, плоский достаточно. Вот эта бороздка разделяет вот голову. Обратите внимание, вот идет от носа такой плавный переход. Достаточно выраженные брови, надбровные дуги. Славный такой череп, широкий затылок. То есть очень красивая голова у Тахмета. Конечно, морда желает... хотелось бы, чтобы она была покороче. Но, несмотря на то, что у него достаточно длинноватая морда, у него широкая переносица. Очень широкая переносица. И, достаточно развитые скуловые дуги у него. Вот обратите внимание, губа мощная, толстая, сухая губа. Вернее, не такая рыхлая она, то есть не подвисает с той силой, там, как у многих собак, тонкая и висит она. То есть это создает ощущение рыхлости. Очень красивая собака. Дальше идет шея, мощная, развитая, набитая холка и пружинистая спина. То есть вот трогаешь эту спину, ощущение даже несколько выпуклая поясница. Вот эта вот выпуклая поясница и вот такая пружинищая мощная спина и позволяет ему в бою хорошо работать. То есть это сильная, развитая собака такой. У него достаточно длинное ложное ребро. Вот. И еще, это характерно для этой собаки, у него грудной отдел вот, позвоночника длинный. То есть даже если вы видите какую-то растянутость, то вы видите ее за счет грудного отдела позвоночника, а не за счет поясницы. Значит, глубокая грудь у него, глубокая грудь. И, конечно, вот все вы видите, что у него хорошие аркообразные постав передних конечностей, хотя имеется небольшой разметик. Тяжелые собаки, конечно, они задние конечности. Вот обратите внимание на пульс. Очень мощные, развитые, хорошее бедро. Но сейчас